Шум Ратулиде, Ялгат. Доброго здоровья, друзья. Я Болян Сырис, главный старейшина Рязанского народа, ветеран русско-украинской войны и участник Лиги свободных наций. Лига выступает за создание свободных, независимых государств на территории России, точнее, на своих территориях. Мы запускаем сегодня пилотный проект военного блокнота. Это еженедельный анализ военно-политической ситуации на тех территориях, которые пока контролирует, либо пытается контролировать Москва. Сегодня мы подводим итоги 128-й недели войны и обсудим украинское вторжение на территорию России. На момент записи видео операция продолжается, но выводы можно сделать уже сейчас. Поставьте лайк этому видео, и мы начинаем. Всего несколько дней после начала операции, но уже можно констатировать, мы видим не какой-то рейд прокси-диверсантов, а самую настоящую боевую операцию полноценных армейских подразделений на территории России. Впервые за всю войну ВСУ с бронетехникой НАТО зашли на территорию России. Мало того, берут в плен российских солдат, трофеют бронетехнику противника, занимают российские населенные пункты и прорываются вглубь территории агрессора. Некоторые мировые СМИ поспешили заявить, что вторжение ВСУ в Курскую область – это первый случай интервенции в Россию после Второй мировой войны. Но это не совсем так. Первым таким случаем было нападение Китая на остров Даманский в 1969 году. Причем это было успешное нападение. Сейчас этот остров на реке Амур называется Джэньбао-Дао. Какая именно площадь Курской области под контролем ВСУ, пока точно неизвестно. В интернете говорят о нескольких сотнях квадратных километров. Скорее всего, она значительно больше той территории, которую оккупировала российская армия во время наступления на Волчанск. Точно можно говорить о том, что украинская армия наступает как минимум в двух направлениях – на райцентры Коренева и Суджи. Интересно, что 106 лет назад, в мае 1918 года, именно в Коренево Украина и Россия подписали договор о прекращении боевых действий. Тогда здесь и пролегала граница между Киевом и Москвой. А в Судже в это время большевики готовились к новому вторжению в Украину и разместили там подпольное правительство Красной Украины. Так было во все времена. Москва всегда использовала время переговоров для подготовки к новому нападению, будь то царские времена, будь то советские времена, будь то времена сегодняшние. Есть и неподтвержденная информация, что наступление идет в сторону города Львова и даже самого Курска. Известно, что передовые подразделения украинской армии уничтожили российский батальон в селе Октябрьское на трассе между городами Рыльск и Курчатов. В Курчатове, кстати, находится Курская атомная электростанция. Сразу несколько источников утверждают, что украинская армия заняла как минимум западные районы Суджи и пытается окружить этот город. Где именно идет главный удар, да и вообще, какие планы Генштаба ВСУ, закрыты дымовой завесой. Более того, российские пропагандисты опасаются, что в ближайшее время ожидается еще один удар из Харьковской или Сумской области. В интернете нет единого мнения о возможных целях Киева. Говорят про удар по имиджу российской армии и руководства армии и страны, про попытки заставить российских генералов перебросить в Курскую область часть своих сил из Донбасса и этим замедлить или остановить русское наступление на Покровск. Покровск – это один из главных логистических центров хабов ВСУ в Донецкой области. Имеется теория о попытках ВСУ захватить Курскую АЭС или, например, просто захватить как можно больший кусок российской территории, чтобы выторговать более выгодные условия мира. Оставим эти теории в покое для экспертов из интернета и попробуем обсудить то, что можно утверждать наверняка. То, что подтверждается какими-то фактами. Как это говорят, приземлимся. Итак, мы видим, что украинская армия пытается даже не столько занять какие-то ключевые населенные пункты, типа Суджи или Коренева, которые штурмуют сейчас. Скорее всего, задача взять под контроль основные трассы и дороги в зоне проведения операции. Логично предположить, что это делается для того, чтобы разрушить логистические связи подразделений противника, подразделений, которые держат оборону, ослабить их, разбить, заставить сдаться и продвигаться дальше. Между тем, до сих пор не ясно, продолжают ли ВСУ наступать силами своего первого эшелона или уже ввели в бой второй. Вспомним, что по всем военным канонам наступательная военная операция происходит как минимум в два этапа.
Сначала отправляется штурмовать окопы противника первый эшелон войск. Его задача продавить линию обороны противника, найти в ней слабые места и создать там брешь. Это легко сделать на словах, а на практике требует огромных ресурсов. Гибнут люди, уничтожается техника, тратится огромное количество горючего и боеприпасов. Враг очень силен, и от него нужно ждать неприятных сюрпризов. Сюрпризов, которые ломают сценарий наступающих войск. Поэтому первый эшелон атакующих войск после прорыва обороны противника часто просто не имеет сил и ресурсов идти дальше. Вот поэтому, чтобы развить успех, в пробитую брешь идут свежие силы. Силы, которые окончательно добивают противника. Но так происходит, когда мы говорим о наступлении на одном конкретном участке фронта. А в общем, военные могут реализовать еще один классический сценарий. Сначала нанести удар в одном месте фронта, отвлечь часть сил противника на ликвидацию прорыва, а затем нанести основной, главный удар, но уже в другом месте. Пока в Курской области мы не видим ни того, ни другого. Но понимаем, что наступление ВСУ идет сразу по нескольким направлениям. Так что, скорее всего, в ближайшие дни стабилизации фронта не будет. Российские военкоры строчат о том, что украинская армия заводит на занятую территорию комплексы ПВО, начинают организовывать системы взводных и ротных опорных пунктов. То есть они подталкивают нас к мысли, что ВСУ будут окапываться на занятой территории. Украинские СМИ сохраняют молчание. И это впечатляет. Мы видим, как армия наступает в полной тишине. Где точно, непонятно. Направление ударов мы отслеживаем только по той панике, которая доносится из русского стана. А Киев молчит. Руководство Украины как бы оставляет себе поле для политического маневра. Например, можно будет потом сказать, а мы вообще-то хотели просто взять Суджу, какая там Курская АЭС. Скорее всего, Украина свои итоги подведет уже в конце операции. А вот реакция российских властей на фоне десятков пленных и разгромленных колонн выглядит как пародия на деревню дураков. В день начала операции русское министерство обороны отчиталось, что диверсионные группы противника остановлены. Затем эту формулировку из сообщений убрали. Но на следующий день про остановку наступления лично Путину на всю страну повторил начальник российского генштаба Валерий Герасимов. Удивительно, но вторжение иностранной армии шокировало местных жителей. Может быть, это и не удивительно. Но многие при этом прозрели и ужаснулись той тотальной лжи, которую показывают по русскому телевизору. Жители Суджанского района записали видеообращение к Путину, где рассказали, как они поддержали СПО, как они переживают за Донбасс. А сейчас вдруг, как бы ни с того ни с сего, вынуждены убегать от обстрелов в своих городах и селах. Благородную ярость жителей вызывают и бодрые отчеты военных. Мы, мол, армия, мы, дескать, все под контролем, да и вообще враг уже бежит. Возмущает их и то, что местные власти в телевизоре постоянно рассказывают об организованной эвакуации. А на самом деле никаких организованных мероприятий там нет. В общем-то, люди впервые увидели, как выглядит война. И не на экране телевизора, а рядом, со своим домом. Они еще верят и надеются, что настоящую правду скрывают и от царя. Но он не просто в курсе. Он это сам сотворил, он сам это затеял. И это будет следующее открытие для них. Они его пока не сделали. О тотальной лжи со стороны русского государства кричат даже русские пропагандисты, привычные к вранью. Почти все они сейчас требуют прекратить вранье, ну просто парадокс какой-то, и докладывать о ситуации по существу. Более того, самые смелые военкоры требуют заменить Герасимова и даже называют две фамилии преемников. Это опальные генералы Попов и Суровикин. Первого уволили, а затем посадили в тюрьму за то, что он год назад, в канун летнего наступления ВСУ, рассказал коллегам, какие ужасные потери несет его 58-я армия. Его рассказ стал публичным, и это стоило генералу должности и свободы. А Суровикина просто тихо убрали после сдачи Херсона. Масштабный ропот населения и военкоров усилил голос крупнейшего российского олигарха. Олег Дерипаска в интервью японскому изданию публично призвал прекратить войну и назвал ее безумием. При этом он обратился именно к Путину, к самому Путину. Такого четкого демарша в путинских элитах не было не только в период полномасштабного вторжения, но и за все 10 лет войны. Можно с уверенностью сказать, что это первая видимая публике трещина режима. На что еще стоит обратить внимание? Путин уже не играет ядерной кнопкой. Напомню, что Москва пользовалась
любым случаем для угроз ядерным ударом. Первый раз Путин намекнул на ядерную кнопку в первый день вторжения. Он пригрозил невиданными, невероятными последствиями тем, кто вмешается в его агрессию против Украины. Затем Медведев угрожал ядерным ударом в случае, если Украина нанесет удары по Крыму. Дальше угроза звучала, если ВСУ перейдут границу. А вот сейчас таких угроз уже не слышно. Сдулся и этот шарик российского великодержавного эго. Путин четко понимает, что любое применение ядерного оружия сделает эту войну совершенно иной. В нее тем или иным способом втянутся все ведущие игроки. И вы же понимаете, вряд ли хоть кто-то из них выступит на стороне Москвы. Украина официально прокомментировала бои в Курской области. Из заявлений следует, что занятые территории помогут Украине добиться более справедливого мира, восстановления территориальной целостности, возврата всех пленных и репарации со стороны России. Москва провалилась не только на поле боя, она провалилась и на международной арене. На второй день операции спикер российского МИДа Мария Захарова призвала страны осудить украинское вторжение. Высочайший уровень цинизма. Оккупант, который уже 30 лет удерживает захваченные территории 3 стран, требует осудить вторжение одной из жертв агрессии на свою территорию. Болтовню Захаровой пропустили мимо ушей практически все. Только на 3-й день операции представители Германии и США подчеркнули, что только Украина должна решать, как ей защищаться от агрессора. Мы еще не знаем военных результатов операции, но она перевернула с ног на голову политическую плоскость конфликта. Сейчас можно сказать, что Украина вышла из навязанного ей формата СВО. Формата, когда Россия могла проводить любые операции на украинской территории, а украинским войскам заходить на территорию России нельзя. Ее от этого удерживали, осуждали, выражали озабоченность и опасения. Оказывается, можно. И мы видим, как ВСУ, не прикрываясь какими-то прокси-отрядами русских добровольческих частей, перешла российскую границу. Война теперь идет на территории 2 государств. И глава российского генштаба публично обещает Путину вернуть под контроль границы 1991 года. Это, разумеется, не единственное событие на фронте. Российская армия продолжает наступать в Донецкой области. За последние несколько дней ей удалось взять еще несколько сел и подойти ближе к Покровску. Но российское ползучее наступление, к которому уже все привыкли, остается в тени украинского прорыва. Говорить о том, что Украина перехватила инициативу, пока рано. Это далеко не первая наступательная операция с обеих сторон. И вряд ли она последняя. Но все же, Курская операция показывает нам следующее. Во-первых, несмотря на то, что в последние несколько месяцев все мировые СМИ, крупные игроки США, Китай говорят о каких-то переговорах, общую ситуацию характеризует в первую очередь ситуация на поле боя. Наступает Россия, ультиматумы выдвигает Путин. Наступает Украина, жестче говорит официальный Киев. А во-вторых, мы в который раз убеждаемся, Россия понимает только силу. На Москву влияют только решительные удары и смелые действия. Только они способны изменить ситуацию в последней империи Европы. Время манифестов и зажженных фонариков в России безвозвратно ушло. Друзья, мы будем следить за развитием событий, а вас попросим поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Русский мир должен быть разрушен. До новых встреч! Вас Томазонок, Ялгат.